В Астане подготовка к военному параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, близится к завершению. Мероприятие состоится 7 мая, в День защитника Отечества, на главной площади столицы Казахъеля. В индустриальном городке министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил подготовку слаженности подразделений и технических экипажей, оценив мастерство вождения, умение водителей выдерживать заданную дистанцию и выполнять необходимые маневры. В рамках учебно-методического сбора Управления главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана организовало состязание операторов систем беспилотных летательных аппаратов. В них приняли участие 25 команд региональных командований и военных учебных заведений. Итоги мероприятия подвел министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Он поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества и пожелал им успехов в службе. Депутаты Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента побывали в главном военном клиническом госпитале Министерства обороны. В ходе встречи парламентарии ознакомились с условиями оказания медицинской помощи, материально-технической базы и кадровым обеспечением медицинского учреждения. Особое внимание депутаты уделили вопросам стационарного и амбулаторного лечения, обеспеченности лекарственными средствами, работе диагностических служб и организации питания пациентов. В Национальном университете обороны Республики Казахстан прошла международная научно-практическая конференция на тему о вкладе героев Великой Отечественной войны в историю нации. Во встрече приняли участие депутаты парламента Казахстана, ученые, эксперты и специалисты в области военной истории из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана. Формат конференции позволил участникам в конструктивном ключе обменяться мнениями, обсудить актуальные вопросы героической истории казахского народа, научно подойти к изучению источников победы старшего поколения. В Алматы прошел международный семинар в рамках Венского документа 2011 года, где обсуждены основные положения документа в контексте инспекционной и уведомленческой деятельности и применения их на практике. В работе семинара, прошедшего на базе Центра миротворческих операций Министерства обороны Казахстана, кроме казахстанских военнослужащих приняли участие представители вооруженных сил Азербайджана, Германии, Дании, Италии, Кыргызстана, Монголии, стран Бенилюкс, США, Таджикистана, Туркменистана и Франции. 60-е рабочее заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ состоялось на базе Дома армии в Алма-Аты. Командующие и главнокомандующие воздушно-космическими, военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана рассмотрели актуальные вопросы совершенствования объединенной системы ПВО Содружества и перспективы дальнейшего взаимодействия. Был также обсужден порядок проведения и замысел совместного учения «Боевое Содружество-2025». Делегация акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей посетила воинскую часть в Актау. В ходе визита на военно-морскую базу военно-морских сил Казахстана члены делегации ознакомились с ракетно-артиллерийскими кораблями, состоящими на их вооружении, и условиями службы матросов. Стороны обсудили вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, популяризации военной службы, а также возможные направления дальнейшего межрегионального взаимодействия. На прошедшей неделе казахстанские десантники прибыли в Москву для участия в параде. 9 мая на Красной площади Казахстан представит парадный расчет военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Символично, что именно воины-панфиловцы в составе 316-й стрелковой дивизии героически обороняли Москву на Волоколамском направлении в 1941 году. Акимат Мангистауской области передал областному департаменту по делам обороны 6 автомобилей Hyundai Mufasa. Приобретенные за счет местного бюджета внедорожники казахстанской сборки стали отличным подарком для городских и районных отделений региона, где они необходимы для проведения призывных кампаний и мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи. В Караганде прошел ежегодный фестиваль солдатской песни, посвященный знаменательным датам – Дню Победы и Дню защитника Отечества.
Мероприятие организовало Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области. В нем приняли участие 10 талантливых военнослужащих срочной службы из войсковых частей Министерства обороны и Национальной гвардии. Солдаты Министерства обороны за яркое выступление получили гран-при и были удостоены 1 и 3 места. Личный состав Национального университета обороны Республики Казахстан, магистранты и докторанты приняли участие в забеге, состоявшемся в столице в честь 80-летия Великой Победы. Это дань памяти павшим воинам-казахстанцам и уважение к дожившим до этой исторической даты ветеранам войны и тыла. В забеге приняли участие более 300 человек.